Всем привет! В общем, выехал сегодня я на работу, на болото, где я буду косить сено, подготовиться к весенней охоте. Много лет уже вам это я снимаю. Приехал, сейчас покажу, вот, на мотовелосипеде. Так что вот вам ответ. Как сказать, пишу, что я не езжу, думаю, что я продал. Если я продам, я это озвучу вам. Так что так и потерять можно. Капец нахуй. Честное слово. Это оказывается он вылетает. Или где-то останавливается. В общем, хрень какая-то. Это надо посмотреть. Вот. Взял с собой также грабли. Ну, короче, сегодня туман на улице. Не буду отвлекаться сейчас. Самое главное, чтобы мне это не сломалось у меня. Что-то вышло, а обратно не заходит. Или, блядь, не надо было мне вытаскивать, наверное. А, зашло. Что-то я испугался. Ага, заходит все. Все ясно, понятно. Ну, одним словом, короче, сейчас пойду к шалашу, там уже снова включусь. Вот так и добираюсь. Иду на место. Сегодня, конечно, болотные сапоги нужны, так как роса, трава высокая. И очень много травы, да, и этот туман, какое-то влажное утро. Стреляли утром. Ну, уже слух есть, что в Устилемском районе гуси летят. Вот. Ну что, включился. Ребят, сейчас я вот прокатился на трицикле. Ой, блядь, трицикл говорю. На мотовелике. И я уже почувствовал, что придется уже вот этот велосипед оставить в прошлом. У меня очень сильно болят колени, когда кручу педали. Так что надо беречь себя. Если дальние походы куда-то поехать на этом велике, я развалюсь, наверное, честное слово. Сейчас вот пока надо, когда заводишь, надо педали крутить. И вот когда крутишь, скажу вам, ну, в общем, все, хана коленом. Так идти могу, вот, чтобы ноги прямые были. Я еще пройду, как бы сейчас после лечения терпимо. Но когда согнутые колени, ничего не поделаешь. И те комментарии, которые вот пишут, наверное, 75 лет или 70 лет, мужчине написал, что 50 лет это не возраст. У кого какое здоровье, еще раз говорю. Кому-то со здоровьем везет, кому-то нет. И здоровье надо беречь с молоду. А мы молоды были. Всегда один, всегда делаю сам. Все нагрузка на себе. И вот результат. Ты просто начинаешь рассыпаться. Суставы начинают болеть. Поясница слабинка. Что-то я не попал тропинкой, блядь. Куда я пошел? Вот такие дела. Так что в будущем году, если будет такой поход на болото, думаю, лучше на трицикле. Как ни крути. Трицикл, вот это тема, вещь. Амортизация там хорошая. Просто получаю удовольствие. Ну вот. Фух. Ну, в общем, иду дальше. Потею.
на велосипеде прохладно, а так идешь пешком, блин, очень жарко становится. Видите, белый флажок такой. Но это ягоды тут собрали, и вот такие пакеты, газеты оставляют. За собой не убирают. И вот весной тоже птица как бы таких мест пугается, осторожничает пакет, если висит на дереве. Вот тут отметил, может, построю сюда новый шалаш. Посмотрим, как дело пойдет, как жизнь покажет там. Было бы здоровье. Ну и здесь у нас основной штаб. И все это надо мне скосить. 1,5 литра бензина взял, что хватит. Самое главное, чтобы триммер не подъел. В прошлом году сорвал болт на выхлопной трубе. Болото вообще сухое. Бывает там еще какая-то лужа. В этом году вообще хоть в тапочках ходи. Ну вот. Челом здорово шалаш. Вот он шалаш. Все здорово. Ну, короче, сейчас поработаю, а потом включусь. Да, там надо шалаш построить. Хороший, добротный. Посмотрим. Пока азарт есть, желание есть, буду возиться этим. Конечно, если так подумать, мало что дает это болото сейчас. Утиные перелеты слабые, но ну, вот как-то надеешься на лучшее, что будут перелеты, как раньше, будет много уток. А сейчас нет, сейчас весна холодная, утка летит как-то непонятно, или стороной, и во время открытия охоты постоянно на утиные перелеты не попадаем. Но посмотрим, что в будущем году будет. Время покажет. Ну вот, ребят, начало есть. Немножко переместился. Раньше вот за этим шалашом еще косил. Вон там отметка, палки стоят. До туда, эту площадь я оставил. И как бы здесь мало когда утка, во-первых, садится. В основном где-то вот здесь, в середине. И вот эту часть буду косить. 2 раза туда ходил. Ну, 1, 2. И потом вокруг. Прям вон там палкой далеко. Круг и до нового места, где будет шалаш. Вот там бензин, топливо закончилось. Спилил первую заправку. Вот. На улице пока дождя нету, обещают что-то везде. Вот смотрите, какие тучи, хотя бы дождей, чтобы не было. Но ветер холодный. На улице уже чувствуется вот эта осень, когда на улице прохлада. Ягодников пока не видно, еще не пришли. Еще не собирают. Или в этом месте мало. В основном на другой дороге, стороне дороги собирают. Да и уже, считаю, блин, месяц как собирают. Все равно должно уже кончиться. Всем селом ходят. Вот сейчас чай попью и дальше буду косить. Хреново то, что я забыл наушник. Вот сейчас я запустил двигатель триммера и очень лучше в наушниках. Дома есть он, но забыл. Вот так. Ладно, сейчас попьем чай. Вот такой. Сейчас покажу вид. Но не видно. Вон там круг. Сейчас буду ходить. Сперва туда пойду. И вот так, наверное, зигзагом буду ходить. Вот так. Чтобы в ту сторону в основном косить. А эта сторона, если топлива не хватит, пускай останется. И вот эти вот полоски с сеном надо вот тоже граблями хотя бы немножко собрать. Потому что, ребят, вот, блядь, тут сыро. Вот пишут: Олег, не матюгайся. Ну как тут не матюгаться? Ну, выходит просто. Я стараюсь как бы себя в руках держать, но и в то же время мат выскакивает. Вот.
И все, забыл. Что-то я хотел сказать, и просто из головы вылетело оно. И не вспомнить. Сейчас остановлю, посмотрю, что там я базарил. Вот на смартфоне удобно, когда снимаешь. Вот на видеокамеру ты на Sony снимаешь, и ты не можешь смотреть, что там записал. А сейчас вот я остановил, посмотрел, короче, про полосы вот эти сена, которые остается после того, как скашиваешь. Когда много воды на болоте, вот вода очень много воды, скажем, снег растает и дождь еще добавил, просто все в воде. И это сено на воде поднимается, если он не подо льдом. Бывает еще как бы все еще лед, весенний лед. И вода уже на льду, а сено вот в этом льду еще, и он не выплывает. А когда выплывает, ветром туда-сюда уносит и где-то цепляется и раскидывает по разным местам. А в прошлом году я пришел сюда, и вот эти полоски сена просто плавают, они поднялись и просто закрывают водоем. Ну, не так сильно закрывают, но все равно. Когда вообще чисто на воде, и когда кругом трава, тоже есть разница. Вот. Возни много, ну что поделаешь, как бы на реке охотиться мне не интересно, а когда утка к нам прилетает, все озера закрыты еще, все под льдом, а здесь вот быстрее открывается. Но в то же время тоже какая-то нестыковка получается с охотой. Вот, ну, примерно вот так. Сейчас работаем дальше. Самое главное, чтобы триммер не подвел, а работа с граблями, это уже можно и расслабиться, так спокойно убрать. Основное. Все тщательно убрать не стану, потому что, вот смотрите, вот где я шел, прям проваливаешься, вот мох такой мягкий. Вот, и все убрать, вот эти бугорки хотя бы. Вот. Видите? Ветер, конечно, усиливается. Немножко даже и облако этот тоньше становится. Голубизна вот там немножко вот. Ну вот когда черные облака, а там уже как бы есть голубой такой прослойка. Проясняется, может, потихоньку. Вот так. Ну вот, ребят. Почти победил. Осталось вот тут небольшой пятачок. И топливо осталось вон на донышке. Вполне достаточно, наверное, хватит. Половину уже я собрал. Вот такие копна. Очень много сена. Просто навалом. Хоть из этого сена сделай шалаш, блин. В человеческий рост. Каркас сделать какой-то и вот этим замаскироваться. И вот вам, пожалуйста, натуральная маскировка. Не знаю, как еще показать. Ну, вот тут чуть-чуть осталось. Ягодники так и не собрались. Но слышал где-то крики. Наверное, может, где-то вон там в лесном массиве. Или же вот за этой опушкой леса там тоже поляна очень большая, оказывается. Я весной здесь прошел. И там достаточно хорошая поляна. Может быть, там собирают или ветром оттуда звук принес. Голоса. Может, где-то здесь. Я не знаю. Везде могут быть. Осенью везде люди дома не сидят. Несмотря на погоду такую, они одеваются тепло, перчатки одевают, берут ковш и давай клюку собирать ковшом. Ох, спина все, капец. Надо отдохнуть. Но, в принципе, смогли. Самое главное, там еще забыл показать, там где вот соединение у триммера, этот болт открутилось, уже на соплях висело. Заметил, ребят, и я бы не смог дальше работать. Просто я заметил, и вот сейчас смотрю постоянно. Один глаз вперед смотрит, второй вниз, и вот так глаза так смотрят. Короче,
туда и сюда, и надо везде смотреть. Прямо как на охоте, там и вверх, и вниз, и везде смотришь. Также, чтобы вот этот болт не потерять. Ну, болт, гайка, непонятно, что там. Вот. Вчера откручивал я это. Откручивал. Там, короче, сварка еще дополнительно. Там такой... Сейчас я покажу. Сейчас, ребят, покажу. Вот, вот. Вот, короче, вчера я это снимал. Откручивал полностью. И вот этот штырь, который он на пружине. Сейчас, наверное, даже он вышел, что ли. Короче, похоже на то. Он не сидит на месте или что-то непонятно. Вообще, в общем, он на пружине. Он ты вытаскиваешь, это этот ставишь, и это штырь входит в паз. Вот здесь дырочка в паз входит, чтобы он не выходил. Вот. Я, в общем, откручивал этот, как сказать, износ был. Износ здесь дырка, в общем, побольше стала. И я этот штырь, короче, наварил там, потолще сделал. И вот забыл, наверное, ключом закрутить. Нормально сейчас. Если подойдет этот ключ, сразу надо попробовать. Не знаю, тут подойдет или нет. Вряд ли, наверное. Ну да. Шляпень. Я-то думал, да, не подошло. Ну, значит, я буду просто следить, чтобы не открутилось. Да, сейчас уже немножко осталось. Вот так. В принципе, чай еще в термосе осталось. Чай попью. Сперва, наверное, уже добью я это. Докосить надо. И уже буду граблями все остальное. Только первоначально начинал полностью весь лук так вот собирая в полоски. А потом нафиг, думаю, это мне надо. И, в общем, вот что ряды получается, когда косишь, с одной стороны, с другой стороны, и там в середине ряд получается. И этот ряд я собираю, и все, вполне достаточно. Даже идеально будет, чем лучше, конечно, намного, чем в прошлом году. Вот. Первый этап подготовки к весенней охоте 26-го года уже почти готово. Сегодня чай у меня, кофе не было. Сладкий чай, вкусный. Вот так вот. Так и хочется новый шалаш что-то придумать, чтобы утепленно как-то сделать. Это так, времянка. Это уже второй очаг я дополнительно уже достраивал там из горбыля. У меня-то это помещение маленькое было. И печку новую печку принесу. Вообще планы, короче, большие. Если у человека есть цель, планы, то все равно должно получиться. Хоть что-то, но получится. Вот. Ну, ладно, давайте, ребят, сейчас я дальше работаю. Закончил косить, закончил собирать. Вот такая поляна получилась. В общем, сосчитал примерно 65 штук. Плюс-минус 3 штуки. В общем, 65 штук. Еще это мне надо собрать и уносить куда-нибудь в траву. Потом закидаю. Ну и там еще более-менее соберу для маскировки. И может здесь где-нибудь еще кучу соберу. Вот, может использую для маскировки шалаша. Сегодня увидел первых гусей. Сейчас вот пролетели где-то полчаса назад. Стая гусей. Ну, в телеграме даже заснял кружочек. Так что переходите по ссылке. Там в описании всегда ссылку оставляю. В общем, в телеграме обычно такие моменты тоже снимаю.
из своей жизни, там дома, или же вот здесь вот сегодня гусей заснял, и процесс работы тоже немножко поснимал. Ну, штук 30, наверное, было гусей. Высоко летят, как обычно. У нас всегда так, ребят. Думают, вот я сейчас озвучил в одном из фильмов, в «Будни Олега», там на втором канале моем, что есть группы, есть действительно, есть такие группы про гусей. Охотники общаются между собой, и они пишут. Вот я сегодня, я был бы там, в этой группе, я бы тоже написал, что в Коротковском районе видел, там стая гусей летела. И вот так друг другу пишут, общаются. И один мне в комментариях написал, вот, говорит, так вот и всех гусей вы перестреляете. Из-за того, что друг другу подсказываете, где летит гусь. Гусь, если начнет лететь, ребят, ну просто вы его не пропустите. Они орут, кричат, большими стаями летают. А группу создают, это правильно, в принципе. Если человек, скажем, хочет взять отгул на охоту, уже он примерно знает, там вот в каком-то районе гусь летит в нашу сторону, и через пару дней они будут здесь, так что на этот день надо взять отгул, там на охоту сходить, побыть на природе там. Не волнуйтесь. В нашем районе мало, вот именно где я сейчас охочусь, нахожусь, хоть я поеду на вторую избу, всегда вот в каждую осень они летят просто тысячи штук, тысячами летят, и они высоко летят. Но ночью более-менее они низко летают. И еще есть озера, где, если охотиться, там, сидеть, может, там, добудешь, там. Ну, от силы, осенью. Если навскидку на все село наше, не знаю, штук 30 наберется за осень, вот стреляют. Весной больше, так как весной болота у нас заливают водой, много болот, и на охоту ходят именно на болота, где гусь садится, намного больше стреляют, намного больше, это понятное дело. А осенью они высоко летят, ой, высоко. Где-то в каких-то районах, в областях даже, в областях, правильнее, летят, конечно, низко, и там удачные охоты. Но мы на это, я лично патроны не трачу. За всю охоту, сколько уже, блин, можно сказать, с 10 лет охочусь, 40 лет стажа, и этот, ну, 35 лет, пускай, стажа охоты у меня. За всю охоту у меня только единственный гусь, который вот на охоте недалеко сел, я подкрался, и удалось добыть белолобый гусь там маленький, чуть больше кряквы. Все, больше я не добывал пока. Ну, примерно так, про гусей немножко поболтал. Сейчас я дальше буду собирать сено. Вот, пожалуйста, сено. Сейчас буду собирать. И пойду домой. Вот такая площадка хорошая будет для весенней охоты. Здесь будет чистое место, где будет вода. И из шалаша буду их добывать. Надеюсь, будет хорошая охота. В принципе, это достаточно для меня. Это поляна. Поляна очень огромная. Но, к сожалению, нет у нас вот этих водоемов. Очень жалко. Вот Карелию посмотришь по карте, спутниковой карте, везде там лужи, озера, лужи на болотах в этих. Ну, я не знаю, там просто одно удовольствие для охоты, конечно. Карелия богата вот этими озерами. Ну и в сторону Синдара, если там у нас в Княжпогосском районе, там болота очень большие, и там тоже как бы уже более-менее есть вот эти озера на болотах. А когда в Питер едешь от Сыктывкара, и уже когда возле Питера недалеко уже летишь, смотрю, и там тоже прям куча озер. Прям очень много болот и озера. Вот, вот там, понимаю, она охота красивая. А у нас только одна возня, и, ну,
Хоть, знаете, вот хоть 5-10 уток, если удастся весной добыть, я вполне доволен. Самое главное это осенняя охота, чтобы вот удачнее было с боровой птицей. Боровая намного вкуснее, чем утки. С уткой не сравнить боровую. Боровая вкусная. Вот так. Чуть-чуть стороной летят. Как вам показать? А вон они. Вон, ребята. Это второй косяк, что я вижу сегодня. Понятное дело, может и больше летали, но я косил там триммером. Вон стороной летят. Ну высоко-то же. Хотя пасмурно, один хрен. Очень не очень громко кричат. Далеко их слышно. Ну вот. Удалось показать вам первых гусей. Половину где-то я уже убрал. Здесь середка самая далекая осталась. Там собрал в кучу. Это на шалаш. А все остальное так раскидываю вон там в круговую. Много сена, конечно, очень много. Сам себе не верю, что я закончил ее. Вот это запарился. Вот это да. Вот смотрите. Вот и все. Такое футбольное поле получилось. Достаточно. Ну, на расстоянии выстрела вот это все. Площадь. Вот так. Ну вот раскидал вон, видите, как сено в круговую. И здесь вот собрал. Попробую. Вот если новый шалаш сделаем, попробую этим тоже маскировать. Если понравится, то каждый год буду так собирать и уже плотно закроем весь шалаш. Ну, быстрее потом сгниет. Тоже, блядь. И плюсы, и минусы тоже есть, вот скажем. Плотно закроешь, и он будет там преть, сгниет. Или он, да, не знаю. Переднюю часть можно немножко так закрыть. Так, что еще сказать? Все, наверное, я сейчас допиваю чай. И обратный путь уже снимать не стану. Всех хочу отблагодарить за ваши просмотры. Ну, видите, чем был я сегодня занят. Это тоже касается темы охоты и рыбалки, походов на природе в Коми, подготовка к весенней охоте. Так что ждите весеннюю охоту, не спешите отписываться. Потому что где-то что-то, какая-то серия не понравится, и потом человек просто сгоряча уходит. А мы вот не знаем, что будет завтра и через месяц. Может, еще какие-то интересные моменты будет. А может и нет. Не от меня зависит. Посмотрим, что там даст нам тайга. Какие красивые кадры. Вот. Все. Надо немножко подостыть и уже возвращаться домой. Все. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.